Ночь предопределения или же ночь величия переводит ее. Почему говорят ночь величия иногда? Лайлятуль Кадр или ночь предопределения. Первое это то, что Лайлятуль Кадр ночь величия. В эту ночь было ниспослан Коран, величайшая книга, которая когда-либо существовала на земле. Эта книга была ниспослана великой умме мусульман, умме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Величайшему из людей, это пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, через величайшего из ангелов. Это ангел Джабраил, который приходил к другим пророкам. Это ночь величия. Лейлятуль Кадри хайрум мин альфи шахр. Да? Она лучше, чем 1000 месяцев. Не равна 1000 месяцев. Она лучше, чем 1000 месяцев. Что значит лучше, чем 1000 месяцев? Перед этим присутствует. Вама адрака. Что тебе даст понять, что такое Лейлятуль Кадр? А после этого ты не сможешь понять. То есть ты не в состоянии охватить и понять благость этой ночи. Она лучше, чем 1000 месяцев. Больше, чем 1000. Ну почему не 10 тысяч, как думаете? Потому что арабы не знали больше 1000 на тот момент. То есть это очень интересный момент. Что из себя представляли арабы того времени? Кто знает? Это разрозненные племена. Отсутствие государственности. Я имею в виду арабы Хиджаза и Наджда, вот это срединные регионы. Мекка, Медина, Таиф, 3 города, которые там были. Остальном бедуины путешествовали по большей части по этой территории. То есть письменность очень только начальная стадия развития письменности. Ничего из себя этот народ не представлял на тот момент. Да, они были очень, как сказать, выдержаны, у них было много похвальных качеств. Но в цивилизационном плане они полностью были отрезаны от всего мира. Письменность на начальном этапе была. Названия годам, они численности не вели, исчисления, летоисчисления. У них названия годов давали. Вы представляете? Византийская, Римская империя, древнееменская цивилизация. И этой умме, этому народу не спосылается Коран. Умар бин Хаттаб, рады Аллаху анху, второй праведный халиф. Тот, который, будучи взрослым человеком, застает пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, принимает ислам и в дальнейшем становится вторым халифом после пророка, после Абу Бакра, рады Аллаху анху, следующим халифом. И становится правителем супердержавы уже на тот момент. Он говорил интересные слова. Нахну кунна азалля каумин. Мы были самый ничтожный народ. Мы были самым ничтожным народом. Ну кто они были? Никто не. Кто бы был бы арабы, если бы не ислам? Фа'аззана Аллаху бил ислам. Аллах нас, как сказать, сделал великими посредством ислама. Фамахма бтагайна аль-иззата фи гайрихи азалляна Аллах. И сколько бы мы не искали величия в чем-то другом, помимо ислама, Аллах нас обязательно унизит. Величие в том числе, что Аллах их вывел из этого, скажем, сделал из самого отсталого народа, самым передовым народом на тот момент он их сделал. Именно посредством вот этого божественного откровения, которое было ниспослано. Это некие, скажем, да, так, вдобавок к истории. Ночь величия, которая лучше, чем 1000 месяцев. Они даже не знали, что больше 1000 считать не могли. Они говорили там тысячи, там, если очень много хотели что-то указать. Ночь величия, она лучше, чем 1000 месяцев. Хорошо. В эту ночь был ниспослан Коран. Как началось неспосылание Корана? В какой пещере, скажем так, это произошло? И что этому предшествовало? Пещера Хира. Пещера Хира. Что этому предшествовало? Аиша, рады Аллаху анха, его жена, рассказывала, что первое, с чего началось откровение, это вещий сон. То есть, что это значит? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он во сне видел что-то. И когда... Нет, это Аиша передавала, рады Аллаху анха. Хадиса Марвы мин Аиша фи Сахих Бухари. Она передавала, что первое, с чего началось откровение, это то, что он видел вещий сон, и потом это обязательно происходило наяву. И причем обязательно происходило так, что в этом невозможно было сомневаться, что это именно то, что он видел во сне. Вы знаете, так во сне иногда человек увидел что-то, а потом вот что-то похожее на то, что он видел во сне, случилось. Так натянут. Нет, там явно это происходило, что это именно то, что он видит. И стали часто с ним происходить необычные события. Вообще с ним необычные события с самого детства происходили. Кормилица, то, что вот Халима Саадия, да, то, что у нее молоко появилось, хотя ребенка не хватало. Но на самом деле здесь очень много говорит о менталитете арабов. Что она взяла ребенка, не имея своего невозможно прокормить. Просто потому, чтобы другие не сказали, что она никого себе не нашла. Интересный подход и менталитет арабов был. Но, например, рассечение груди. Слышали такое? Так вот сказочно звучит даже.
сказка какая-то. В те времена шрам на груди был, да? Но если задуматься, если действительно вернуться в те времена, вы живете в то время, в том обществе. Операции на тот момент были известны? Не было известно. И тут вы вдруг видите, и сахаба говорят, а мы видели этот шрам, у него на груди был этот шрам. И вот эта история, какая история? Дети прибегают, говорят, что нашего курайшитского брата, с которым мы играли, пришли двое людей, опрокинули, положили на землю и рассекли ему грудь. Люди сбежались, прибежали, увидели этого ребенка, что он побелевшим лицом. Это же передавалось. И после этого у него вот этот шрам на груди. Операции на тот момент у них, особенно в этом обществе, не были известны. И это определенным образом привлекало внимание. Но здесь можно сказать, ангел же, он мог бы провести такую операцию, чтобы следа не осталось. Так же? Чего ж так не произошло-то? А? Знамение. Вы представляете, вот этот след, во-первых, было бы, ничего бы не осталось бы. А этот след, который необычный след, который непривычный. Представляете, в те времена, в том обществе, видеть след от операции. И вот этот след, он остается на всю жизнь. И является напоминанием относительно той легенды, скажем так, которой дети прибежали, рассказали, что вот с ним такое случилось, остается на всю жизнь вот этот шрам. Некое такое напоминание. Если мы посмотрим историю с малых лет, с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, необычные события происходили. Дальше он уединяется, ему внушается любовь, как в этом хадисе приходит, любовь к уединению. И он и поднимается в пещеру Хира, когда ему 40 лет это было. В пещере Хира это на вершине горы. Надо себе очень важно представить себя в то время, в том месте, для того, чтобы правильно понять это все. Очень часто мы совершаем ошибку, когда мы пытаемся, исходя из нашего опыта, такую цивилизационную жизни, из той среды, в которой мы здесь сейчас, из современных реалий, пытаемся оценить то, что тогда происходило. Важно представить себя на том месте. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выходит за пределы города, поднимается на вершину горы. Я был на этой горе неоднократно. Подняться туда очень нелегко. Она высокая достаточно. На самой макушке пещерка маленькая есть. Там, оттуда он видел Каабу. И уединялся там. И в один из дней заходит кто? Ангел Джибраил. Так же? Это первое откровение, первое ниспослание Корана, которое он получил. Хорошо, как ангел Джибраил заходит? Кто знает? В каком облике он заходит? Такой белый ангел появился, да? А? Человек. В облике человека. Он заходит в облике человека. Вы представьте себе, вы сидите в пещере, вдали от всех уединились, и тут появляется человек. О чем он говорит? Икра. Читай. Очень важно понять, этот народ в Мекке, около 10 человек приходит, кто умел читать. В районе 10 человек, кто умел читать. То есть умма вообще неграмотные были. И вот тут тебе говорят, читай. Он говорит, ма ана бикария. Я не читаю. То есть не умею читать. Что делать? Фагаттани. Он берет его и начинает сдавливать. Хатта балага минни джахд. До такой степени, что ему стало тяжело. Вы представьте, 40 лет. Физически крепкий человек. Это не вот человек сейчас за компьютером сидит, вдали от всего. Нет. Они физически крепкие люди были. На вершину горы заберись, попробуй. И вот его сдавливает человек, появляется так, что ему тяжело становится. Во-первых, первая реакция. Ты кто такой, что тебе надо? Вы представьте. Что ты от меня хочешь? Читай. Неграмотному человеку читай, говорит. Потом сдавливает его один раз. Потом отпускает. Говорит, читай. Он говорит, мана бикария. Я не читаю, не умею читать. Он второй раз читай, сдавливает. Опять отпускает. Третий раз сдавливает. И дальше не спосылается аяты ему. Икра бисми раббика аллази халяк. Читай во имени Господа твоего, который сотворил тебя. Сейчас вернемся к аятам. Но вопрос. А смысл сдавливать его? Зачем сдавливать? Как думаете? Это надо себе представить в этой ситуации. Галлюцинация, знаете, что такое? Бывает такое, что вы проснулись, что-то вам приснилось, или вас разбудили ночью, телефонный звонок был. Вы поговорили, повесили трубку. А потом утром, было это наяву или нет, или мне показалось. Бывало такое? Бывает же иногда. Редко, но оно бывает. И вот здесь, вы представляете, у него такая ситуация. Сдавливание. Это не сон, это не галлюцинация. Это все происходит наяву. Трижды он его так сдавил. После чего ему не спосылаются вот эти вот аяты. Он возвращается домой. Куда он бежит? Хадиджи. Своей жене.
Очень важный момент, да, жена является для человека это местом успокоения, да, то есть тот близкий человек, с которым он может поделиться, довериться которому он может. И это была Хадиджа для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он прибегает и просит его закутать и облить водой, чтобы в себя прийти. И говорит, и у него приходит, что у него плечи трясутся от страха. И он говорит, мали, мали, лякад хашейту аля нафси, что со мной, я за себя испугался. Здесь очень важный момент. Как востоковеды называют пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что они про него говорят? Кто слышал, кто читал? Не мусульмане, христианский апологет. Ну, наверное, в школе-то говорили что-нибудь. Это многобожники говорили, что колдун. Ну, сумасшедшие говорили. Так же? Но это редко кто говорит на самом деле, что сумасшедшие. Потому что говорят, сумасшедшие не в состоянии создать цивилизацию. Политик, говорят. Политик, гений. И у него, когда он уединялся, у него произошло озарение. Это на самом деле, где много у кого из востоковедов вы найдете, они говорят, у него произошло озарение. Он гениальный, уникальный человек, суперцивилизацию создал, суперсистему. Представляете, неграмотный, далекий от цивилизации, создал систему, на основе которой образовалось самое развитое государство того времени. И цивилизация существует более 1000 лет. Только в последние сотни лет она в упадок пришла. До этого она на пике была. И они говорят, это гений. Но у него что? Произошло озарение. Признать, что это было откровение от Бога, тяжело. Он говорит, озарение. Но здесь, и что они используют как аргумент? Вот этот самый хадис, который только что привел. Он сидел, уединился, у него озарение пришло. Но очень важный момент. Если вы опираетесь на этот хадис, то в этом же хадисе приходит, что он боится. Что он испытывает страх. Когда приходит озарение, что бывает обычно? Эврика также говорит, о, я понял, все. Я знаю теперь, как решить. Человек успокоение получает, радость. А здесь он боится, он не знает, что с ним происходит. Он прибегает к Хадидже, говорит, я не знаю, что со мной происходит. Она его берет и ведет к кому? К дяде своему. К дяде своему, извиняюсь, двоюродный брат, которому 100 лет практически было уже. Он отказался поклоняться идолам, совершил путешествие на территорию там, Сирии нынешней, Палестины, Сирии. Изучил евреев, изучил как бы христианство, стал христианином, вернулся. И он Инджиль, Таурат, он писал как бы на иврите. Она к нему привела. Он говорит, что со мной произошло? Он говорит, расскажи, что ты видел. Он рассказал, он говорит, это тот ангел, который был послан Мусе, алейхиссалям, пророку Моисею. И сообщил ему относительно того, что он является пророком. Сообщает ему относительно того, что он является пророком. То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, до этого момента он не знал даже относительно того, что он пророк. И после чего сообщает ему. И говорит, я лейтани джазар, о, если бы я был молод, о, если бы я был силен, из юхриджуки кауму, когда тебя твой народ изгонит. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, удивляется и говорит, аламухриджиягум, а ничего, меня изгонит, что ли? То есть его все любят, он всеобщим любовью, уважением, авторитетом пользуется. И тут ему сообщают, что его изгонят, он удивляется этому, на что ему Варака ибн Науфаль отвечает и говорит, никто не приходил с подобным, с чем ты пришел, кроме как к нему вражда происходила. Все пророки, когда приходили, от общества их происходила вражда. В чем причина? Как думаете, почему вражда происходит? Он чуждый. Что? Не только новое, но что вы ближе. Разрушение привычного уклада жизни. Разрушение привычного уклада жизни. Хорошо, когда Бану Исраиль, они были, скажем, в исламе, приходили новые пророки, они не всегда их слушались, так же? А он к арабам уже и пришел. Смотрите, человек, знаете, мне запомнилась фраза одного ученого, он фразу сказал, «Алинсан тыфлин мудалляль». Человек, он избалованный, маленький ребенок. Как маленький ребенок иногда избавлен. Он не знает, что избалованный, что для него благо. Знаете, вот ребенок, когда сладкое много хочет, маленький, ему родители могут не давать, он злится, так же? А то, что ему навредить, это может. На подоконник лезет. Или же в розетку пытается, кто видел, если братья, сестры маленькие, младшие есть, в розетку там пытается что-нибудь засунуть. Его отталкивают, чтобы он не навредил себе. А он начинает обижаться, злиться. Ты его ограничиваешь, он хочет туда сунуть, он хочет это сладкое съесть, он хочет на подоконник залезть. Ты для того, чтобы его обезопасить, ты что? Отстраняешь от этого. А он не хочет. И он злится. Так вот, взрослые,
Аллах Та'аля, Господь всех миров, тот, кто сотворил этот мир, и тот, кто лучше знает, что подходит для его творений, не спаслал правила жизни, руководство для людей, в котором есть благо для общества. Но людям не нравится, что их ограничивают. И не нравится, что им кто-то указывает. Потому что у них собственное эго на очень таком высоком уровне находится. Я хочу, я не хочу. И Аллах Та'аля, вот здесь отсюда вражда происходит. В отношении пророков. Они их ограничивали. Они устраивали им систему, которая далеко не всем нравилась. И из того, что он сотворил, выделяется. Смотрите, очень такой важный момент. Халакаль инсана мин аляк. Сотворил человека из сгустка. Сгусток крови. Вот какое вот напоминание человека откуда он является, откуда, этапы его сотворения. Но здесь, на самом деле, я бы обратил внимание еще один важный момент. Смотрите, читай во имя Господа твоего. Ты не просто чьи-то слова читаешь. Ты читаешь слова того, кто сотворил все, всем управляет. Тот, кто разъясняет тебе, что хорошо, что плохо. Который сотворил абсолютно все. И сотворил тебя, человека, из гуска. Но до этого Аллах Та'аля в другом аяте сразу ассоциация идет у меня. Авалям яраль инсан. Разве человек не видел? Анна халакнаху мин нутфа. Что мы сотворили его из капли. Фаиза гуа хасимун мубин. И вдруг он является явным спорщиком. На самом деле, возврат нас к тому, кем мы и чем является. Очень важный такой момент. Вдумайте смысл. То, из чего мы сотворены, если бы оно на нашей одежде оказалось, мы бы постеснялись бы выйти к людям. Так же? Иногда человек говорит, вот авалям яраль инсан, Аллах Та'аля говорит, а разве человек не видит? Анна халякнаху минутфа, что мы сотворили его из капли. Фаиза гуа хасимун мубин. И вдруг человек является таким явным спорщиком. Смысл интересный. Например, будет воскрешение, не будет. Да? Кто оттуда возвращался? Слышали такое? С того света кто возвращался? Вроде никто, да? Кто сказал? Там ничего нет. Почему? Оттуда никто не возвращался. Оттуда никто не возвращался, чтобы сказать, что там ничего нету. Так же? О двух концах, да? Да, о двух концах. Оттуда никто не возвращался, чтобы сказать, что там чего-то нету. Но Аллах Та'аля обращает на это внимание. Разве человек не задумался от того, как он в нашем сознании кажется, что человек умер, что он воскрешен будет, что-то нереальное? Но если задуматься, точно так же нереальным должно было быть, что из маленькой капли человека, такой частички образовался человек, который разумеет строить цивилизации, города строить, научные открытия какие-то делать, описывать те события, те процессы, которые в этом мире происходят. Просто описывает их. Он их не придумает. И разве человек не видит, что мы сотворили его из капли, и вдруг он является таким явным спорщиком, который говорит, не будет воскрешения, не будет судного дня. На что он опирается, что не будет этого? Или же другое значение? Вы знаете, слышали такое, что среди наших татар, к сожалению, это распространено. Иногда говорят, я верю, что Аллах Та'аля, Аллах Бар, да? Я вообще мусульманин или мусульманка. Но я не согласен с этим. Или не согласен. Слышали такое? Это неправильно. Сталкивались с таким? С чем не согласен? С чем не согласен? С каким-то положением в исламе. Я мусульманин, мусульманка, но я считаю, что это неправильно. Например, хиджаб, закят, не знаю, пятикратная молитва, еще что-то. Я с этим не согласен. Слышали, сталкивались с таким? Это неправильно. В чем здесь принципиальная ошибка? Или же момент, на который мы очень часто не обращаем. Вы вдумайтесь, вот смысл в этого. Я говорю, что как будто бы человек говорит, я верю в Бога, что есть Бог-творец, который все сотворил, что Он послал пророка, вот его книга, Пегамбар без Мухаммад, вот его книга. Но я с тобой, о Бог, не согласен. Вы себе представляете, сама по себе дерзость какая? Дерзость. Я человек. Вообще, по сути это означает, ты Бог-творец, а я истинное божество, которое заслуживает величия и возвеличения, это мое я. Я считаю, что ты, Бог, не прав. И вообще, что и ты хочешь, если, чтобы я... Слышали такое? Мне нравится в исламе. Или мне не нравится в исламе. Да, я принял ислам, потому что мне нравится в исламе. Вопрос не в том, что тебе нравится или нет. Вопрос в том, что это истина или нет. Соответствует действительности или нет. Если ты болеешь и хочешь вылечиться, ты будешь принимать не то лекарство, которое тебе нравится, а то, которое тебе даст исцеление. Здесь не вопрос, что тебе нравится или нет. Вопрос, судный день, истина или нет. Это от Бога или нет. Если это от Бога, то у меня нет выбора, соглашаться или не соглашаться. Это приходит от Творца мироздания. Я обязан подчиниться этому.
Я раб, он творец.